Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Дорогие братья, я рад вас видеть в гостях у Всевышнего, потому что каждая мечеть – это дом Всевышнего. И альхамдулиллах, Аллах избрал нас из числа миллионов своих рабов и одарил нас, альхамдулиллах, самым величайшим благом. Это есть вера в Него, это есть возможность поклоняться Ему, и, альхамдулиллях, также является великим благом приобретать знания, собираться на пути, в домах Всевышнего Аллаха и поминать Его. И, иншаллах, надеемся, что посредством наших собраний, наши собрания будут причиной того, что Аллах будет вспоминать о нас перед своими ангелами, ибо пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем хадис, когда он зашел в мечеть, увидел группу сподвижников, которые сидели и о чем-то говорили, он подошел к ним, поприветствовал их и спросил: что вас здесь собрало, то есть ради чего вы здесь собрались? На что сподвижники ответили: я Расулуллах, мы пришли сюда просто восхвалить Всевышнего Аллаха и поговорить о его религии. То есть, может быть, кто-то кому-то аят какой-то рассказывал, хадис, да? И тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям спросил у него: а вы можете поклясться Всевышним, поклясться Аллахом, что только это вас здесь собрало? То есть не ради там чего-то мирского, не ради того, чтобы увидеть друг друга там, какие-то там дела организовать или еще что-то у кого-то попросить. Они сказали: мы клянемся Аллахом, мы собрались здесь только ради этого. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: я попросил вас поклясться Всевышним не потому, что я сомневался в вас, да, что вы там не ради Аллаха собрались. Я попросил только из-за того, что вот только что ко мне пришел Джибрииль и сказал, что Всевышний поминает ваши имена тех, которые сидят здесь, перед своими ангелами. Поэтому, альхамдулиллях, вот это маджалису зикр, то есть собрание, где мусульмане поминают Аллаха, говорят о нем, о его пророке, о его религии, машаллах, степень вот этих собраний, она очень велика перед Создателем. И это только одно из превосходств фадаиль викра, то есть поминания Аллаха. И мы с вами еще в том году, ну так скажем, учебном году, да, начали уроки, завершив уроки прощения грехов, мы начали лекции на тему викруллах, то есть уроки поминания Аллаха, и несколько таких вступительных уроков мы посвятили именно теме превосходства, достоинства вот этого вида поклонения, это поминание Аллаха. И мы с вами завершили самую последнюю лекцию, которая у нас была, хадисом от Абу Хурайра радийаллаху анху и от Абу Саид радийаллаху анху, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если одна группа людей соберется в одном месте, ядзкуруна Аллаха фиги, то есть и будут поминать в этом собрании Всевышнего Аллаха, илля хаффатхумуль маляика, то есть обязательно к ним не спустятся ангелы. То есть обязательно во время собраний, где поминается имя Аллаха, туда собираются ангелы. Помимо людей, помимо праведных мусульман, туда собираются ангелы. Вагашиятхумур рахма, и милость Аллаха окутывает их. Машаллах. То есть Аллах не спосылает свою милость к этим рабам. Ваназалят алейхимус сакина, и Аллах не спосылает на них сакина, то есть вот эта умиротворенность, вот это спокойствие, которого нам сегодня, да, вот в этих наших ежедневных, да,
погонях за дунья нам чего не хватает? Вот этого покоя не хватает, вот этого спокойствия не хватает. Сакина. Ва закарахумуллаху фи ман инда. И в завершении пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: и Всевышний Аллах вспоминает об этих своих рабах фи ман инда, то есть перед теми, которые находятся возле него, то есть возле приближенных к нему ангелов, перед его ангелами. Вот мы с вами завершили прошлую лекцию этим хадисом. Этот хадис сборники имама Муслима. И действительно, этот вид поклонения, несмотря на то, что он является одним из самых легких видов поклонения, то есть чтобы поминать Аллаха, чтобы восхвалять Его, не нужны какие-то там финансовые средства, возможности, да? Не надо тратить много физических сил, то есть не надо там лопатой работать, да? То есть, несмотря на то, что поминание Аллаха является одним из самых легчайших видов поклонения, да, но это никак не умаляет, никак не уменьшает достоинства. Поминание Аллаха является одним из самых достойных видов поклонения. И вот в чем еще изюминка поминания Аллаха, да? Ничто не приносит сердцу такого наслаждения, такой радости, как приносит именно поминание Аллаха. Когда ты сердцу даешь почувствовать имя Аллаха, поминание Аллаха, восхваление Всевышнего Аллаха, да? Мольба, взывание к Нему, вот это дает столько сил сердцу, столько радости, да, что другие виды поклонения не могут дать этого. Потому что даже эффект других видов поклонения напрямую связан с тем, сколько внутри этого поклонения есть доля этого вида поклонения, то есть зикра. Об этом мы поговорим сегодня, иншаллах. Поэтому Малик ибн Динар, рахимахуллах, говорил: ничто не приносит такого наслаждения сердцу, как поминание Всевышнего. И нет ничего легче и притом приятнее для сердца, чем поминание Аллаха. То есть оно и легкое, оно и больше всего приносит радость. И вот тема сегодняшней лекции, да, поминание Аллаха является даже не то, что просто про достоинство сегодня будем говорить, а будем говорить, что поговорим о том, что поминание Аллаха является самым величайшим видом поклонения. Афдалюл гибада, то есть является одним из самых лучших видов поклонения. Действительно, поминание Аллаха, оно является одним из самых величайших видов поклонений. И давайте начнем сегодняшнюю лекцию с хадиса нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который мы находим в сборниках имам Ахмада, имама Тирмизи, имам Ибн Маджа, также Аль-Хаким. И этот хадис нам передал Абу Дарда. Абу Дарда, есть хадисы от Умму Дарда, то есть Умму Дарда — это мать Дарда, да, это сподвижница. К ней обращались Умму Дарда. Она передала нам ряд хадисов. И Абу Дарда. Абу Дарда — это был, машаллах, много поклоняющийся Аллаху вот этот сподвижник. Он передал нам ряд хадисов. И вот один из хадисов, который передает Абу Дарда, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аля унаббиукум би хайри агмаликум», то есть не сообщить ли мне вам о ваших самых лучших деяниях? Вот то, что вы делаете лучше, то есть из того, что вы делаете, вот лучше всего, что? И «Ваазгаха инда маликикум», и эти деяния являются самыми чистыми перед вашим Господом. «Ва арфауха фи дараджатикум», и эти деяния, они больше всего возвышают вас по степеням. То есть посредством этого вида поклонения Аллах дает вам наибольшую степень. «Ва хайрул лякум», и этот вид поклонения лучше для вас мин и'та'i дзахаби валь варик. Лучше для вас, чем ваши расходы золотом и серебром. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщает нам
о таком виде поклонения, да, о таком поклонении, которое лучше для нас, чем расходовать, то есть давать садака, жертвовать, чем золотом и серебром. Это уже интересно, да, вот что может быть лучше? وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. И для вас это будет лучше, чем вы встретитесь на тропе войны со своим врагом, и они будут убивать вас, а вы будете убивать их. Это лучше, чем джихад на пути Аллаха. Это так. «Қалю баля я Расулаллах». И когда услышали эти слова сподвижника, они сказали: конечно, я Расуль Аллах, скажи, что это за поклонение, которое лучше, чем тратить на пути Аллаха золото и серебро, которое лучше, чем встретиться на поле битвы с врагом, и враг будет убивать тебя, а ты будешь убивать его. Пророк ﷺ сказал: «Зикруллах» — это есть поминание Аллаха. Это есть поминание Всевышнего Аллаха. Этот хадис в сборниках Ибн Маджа, Тирмизи, Хаким и так далее. И вот этот хадис, он указывает на достоинство, на великое достоинство этого вида поклонения ад-зикр. И из этого хадиса мы понимаем, что многие виды благодеяния, многие виды поклонений, они не могут даже сравниться с этим видом поклонения. То есть то, что человек будет расходовать золотом и серебром. То, что человек может, еще, иншаллах, приведем хадис, который указывает на то, что это лучше, поминание Аллаха лучше, чем освободить раба. То есть во время пророка, когда еще на этой земле было рабство, да, и когда людей продавали на рынке, как продавали скот, да, ислам, он выступал против рабства. И одно из самых величайших видов поклонения и жертвования на пути Аллаха — это когда человек идет на рынок, покупает человека, сына или дочь Адама, да, не корову, а люди все равно, несмотря на то, что они были рабами, они стоили дороже, чем скот, коровы и кони, да. То есть человек собирает деньги, покупает у хозяина человека, раба, и говорит: ты свободен. Все. То есть он меняет всю его жизнь. Его судьба меняется. Он вчера был рабом, да, чьим-то имуществом, а сегодня он свободный человек. Наравне с тем, кто его купил и освободил. Так ведь? Поэтому много сподвижников, они прямо собирали деньги и покупали рабов и освобождали их. Вот тот же Усман ибн Гаффан. Каждый джумга, но мы знаем, что Усман был очень талантливым купцом, торговцем, который действительно умел зарабатывать деньги, и они были у него, да, были у него деньги. Он много жертвовал на пути Аллаха, и каждую джумга, каждую пятницу утром он шел на рынок, покупал раба, да, и освобождал его. И если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, иншаллах, я это еще посмотрю, там около 2000 человек он купил и освободил. То есть это целый поселок, да? Они приобрели свободу через пожертвование Усмана ибн Аффана. И вот даже когда человек освобождает раба, да, даже когда он расходует золотом и серебром, да, это не может. Даже если он сталкивается с врагом, и враг нападает на него, а он нападает на него, да, на врага, даже это не может сравниться с чем? С поминанием Аллаха. С поминанием Аллаха. И Ибн Раджаб, рахимахуллах, говорил, что очень много текстов, то есть так же, как аятов, так и хадисов, да, которые указывают на достоинство поминания Аллаха перед, например, пожертвованием своим имуществом. То есть очень много хадисов, которые указывают на то, что поминать Всевышнего Аллаха лучше, чем жертвовать своим имуществом. И вот как раз этот хадис от Абу Дарда, это есть пример этому, это есть доказательство. Также Ибн Аби Дунья,
передает этот хадис, сказали, что он хасан. Это не хадис, это афар от наших праведных предшественников, который передает нам Салим ибн Абиль-Джад, который сказал: «Кайля ли Аби Дарда», когда сказали Абу Дарда, который передал этот хадис, когда ему рассказали про человека, «Инна раджулян а'така ми'ата насама», ему рассказали про человека, который освободил 100 душ. Ну, насама душа, то есть 100 рабов. Он сказал: «Инна ми'ата насама мин мали раджулин кафир». То есть, воистину, освобождение 100 душ, это, говорит, требует очень много имущества. Действительно, нужно очень много потратить имущество, дать садака, чтобы освободить 100 душ. 100 душ. Но Абу Дарда сказал, но лучше, чем это иман, подобающий иман человека, который с ним днем и ночью. То есть его иман лучше, чем его жертвование на 100 душ. И то, что человек, поминая Всевышнего Аллаха, у него всегда язык влажный от поминания Аллаха, это лучше, все-таки лучше, чем освободить 100 душ. То есть в основе, в природе своей, по поклонениям, да, все-таки поминание Аллаха, оно больше и выше и достойнее, чем освободить 100 душ. Но почему так? Да, вот кто-то сейчас может сказать, тогда не надо расходовать, да, бисмилля, там, возьмем щетки, тасбих, да, и только об этом мы поговорим. Но вот эти все слова, они указывают на достоинство этого вида поклонения, но никак не умаляют достоинство других видов поклонения. Вот надо это так понимать. Почему? Об этом мы поговорим. Идем дальше. Ибн Мас'уд. Абдулла ибн Мас'уд, радийаллаху анху, сказал: «Лиан усаббиха Аллаха та'аля тасбихатин», для меня восхвалять Всевышнего Аллаха посредством восхваления, то есть субханаллах, тасбих, да, тасбихат, ахаббу иляйя, то есть это лучше для меня, это ближе мне, мин ан унфика ададахунна дананира фи сабилилля. Это лучше для меня, чем расходовать столько же, таким же количеством дананир, то есть золотых монет на пути Аллаха. То есть для меня лучше, например, сказать 100 раз субханаллах для меня ближе, чем потратить на пути Аллаха 100 динаров. То есть количество тасбихат, да, оно больше, чем количество динаров, которые потрачены на пути Аллаха. Динар – это золотая монета. Это не просто там вытащил и цветную банкноту дал кому-то, да, это золото. То есть для меня лучше сказать определенное количество тасбихат, чем вот на такое количество потратить на пути Аллаха. То есть это есть восхваление Аллаха. Также Абдулла ибн Амр и Абдулла ибн Мас'уд, когда они встретились вместе, они начали разговор, и Абдулла ибн Мас'уд сказал. Абдулла ибн Мас'уд – это один из величайших сподвижников, один из самых знающих сподвижников, Абдулла ибн Мас'уд, рахимахуллах. И когда они встретились, Абдулла ибн Амр и Абдулла ибн Мас'уд, радийаллаху анхум, пусть Аллах будет всеми доволен, Абдулла ибн Мас'уд сказал: для меня взять с собой в дорогу слова «Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха илляллаху, валлаху акбар». То есть эти слова означают, это слова таухида, восхваления Аллаха, да? То есть «Субханаллах». Пречист Аллах от всех недостатков, вальхамдулилля, и вся хвала, альхамдулилля, вся хвала Всевышнему, ва ла иляха илляллах, и нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, валлаху акбар, и Аллах велик. Аллах велик, да? Для меня это лучше взять с собой в дорогу эти слова, для меня лучше, чем потратить на пути Аллаха
такое же количество динаров. То есть здесь количество слов восхваления, да, а тут количество динаров. И вот Абдулла ибн Мас'уд сказал: для меня это лучше, чем потратить такое же количество динаров на пути Аллаха. Поэтому мы должны понимать, вот это одно слово, да, субханаллах, например, или же вальхамдулилля, да, для Ибн Мас'уда это было лучше и ближе к его сердцу, чем предпочтительнее, чем потратить один динар. Один раз сказать субханаллах для него было предпочтительнее, чем потратить один динар на пути Аллаха. И Абдулла ибн Амр сказал: и для меня взять в дорогу эти же слова, чтобы в дороге он говорил эти слова, для меня лучше, чем нести такое же количество динаров на моем коне на пути Аллаха. То есть загрузить такое же количество динаров для меня предпочтительнее нести с собой определенное количество вот этих слов, субханаллахи вальхамдулиллахи ва ля иляха илляллах валлаху акбар, для меня предпочтительнее, чем нести как груз на моем коне на пути Аллаха такое же количество динаров. Поэтому, конечно, сподвижники, они очень много расходовали на пути Аллаха, да? Но они понимали истинную суть поклонения. В основе любого поклонения лежит что? Поминание Аллаха. В основе любого вида поклонения лежит поминание Аллаха. Поэтому они не могли сравнить этот вид поклонения ни с каким другим из благодеяний. Поэтому они понимали ценность поминания Аллаха, хотя все они расходовали на пути Аллаха. Да? И это никак не умаляет, еще раз повторяю, никак не умаляет достоинства жертвования на пути Всевышнего Аллаха. И вот это вот именно мы должны понять, в чем достоинство поклонения. Цель каждого вида поклонения – это поминание Аллаха. Это поминание Аллаха. Человек, жертвуя на пути, он должен поминать Аллаха. Он жертвует тем, что ему Аллах дал. То есть он должен понимать, почему я делюсь, потому что Аллах поделился со мной. Это Аллах мне дал. И Аллах мне сказал, чтобы я делился. То есть когда человек дает кому-то что-то, да, делится чем-то, он должен поминать Аллаха. Он должен благодарить Аллаха за то, что дал ему это. Да? Аллах мне дает, а я тебе даю. Да? Он должен благодарить Аллаха. Он должен восхвалять Аллаха, потому что Аллах тебе дал больше, чем ему. Но это же не потому, что ты лучше него. Да? Нет, просто Аллах смилостивился над тобой. Ты восхваляешь Аллаха за его милость по отношению к тебе. Поэтому в основе жертвования лежит что? Поминание Аллаха. Поминание Аллаха. И это касается любого вида поклонения. Вот возьмите намаз. Если на чашу весов поставить намаз, так скажем, основу на природу намаза, да, сам намаз и поминание Аллаха, конечно, все скажут, что намаз лучше всего. Да. Но мы должны понимать, что поминание Аллаха лежит в основе намаза. И ценность намаза, твоего намаза, зависит от того, сколько внутри этого намаза поминания. Потому что человек может встать вот сюда, да, прийти и просто, пусть Аллах меня простит, он может просто заниматься определенными телодвижениями и никак не понимать, что он делает. Да? Он пришел, потому что все пришли. Он стоит и не понимает, перед кем он стоит. Он опускает взор, потому что он где-то вычитал, или ему Стас сказал во время урока, что взор надо опускать, да, или там по книге прочитал, да. Не потому что он понял, перед кем он стоит. Ему стыдно стало, какой он слабый и какой он великий, да, Создатель. То есть понимания нет, поминания нет. То есть его понимание того, перед кем что он стоит, он должен заставить его взор опуститься вот так. И человек, который будет стоять на намазе вот так,
смотреть, а кто там зашел там на часы, да, у него нет смиренности, у него нет понимания, и он не поминает Аллаха внутри этого намаза. И этот намаз, он может превратиться просто в сбор определенных телодвижений. Вот нагнулся, встал, да. Поэтому очень важно, очень важно. И Всевышний именно поэтому сказал, сурату Таха, 14 аят, «Ва акими салята ли викри». И выстаивай, когда он общался, когда Всевышний общался с Муса, алейхиссалям, в завершении аята Аллах сказал, «Ва акими салята ли викри», и выстаивай молитву ли викри. Для чего? Для того, чтобы поминать меня. То есть совершай намаз для чего? Для того, чтобы поминать меня. Намаз – это поклонение, которое должно заставить тебя помнить об Аллахе. Ты 5 раз идешь к Нему и говоришь: «Ияка набуд ва ияка настаин». О Аллах, я только Тебе поклоняюсь, я Твой раб, я не забылся, я не забыл, и Ты мой Создатель, и я у Тебя только и спрашиваю помощи. Поэтому, если нет этого понимания, то не будет ценности от намаза. Поэтому иногда может быть так, что вот сегодня мы с вами, сколько человек совершили за имамом ночной намаз, фарз, да? Если так посмотреть снаружи, то никакого превосходства наших намазов нет. Все мы читали сколько ракаатов? 4. Потому что если совершать 3, это неправильно. Нужно 4. Если кто-то может сказать: а давай я 5 прочитаю. Да? Там имам, ну ладно, имам-то ему 4, ладно, а я хочу 5. Имам говорит салям, а он не говорит он Аллаху Акбар, 5 намаз. Это что? Это бид'а. Это не примется. Это уже излишнее новшество, да? То есть нужно читать 4. Да, может быть, кто-то соблюдал больше видов сунны, да? Может быть, какие-то зикры он делал больше. Но, понимаете, вот 2 молящиеся, из 2 молящихся, может быть, молитва одного может превосходить молитву другого в 10 раз. Может превосходить в 100 раз. Может быть, между их молитвами разница, как разница между небом и землей. Это не мои слова, это ученые говорят. И в хадисе пророк ﷺ говорит, что человек, совершая намаз, может получить только 1/10 часть, 1/9, 1/8, 1/7, половину только. Поэтому 10% только намаза может приняться. И вот откуда мы это берем? Именно содержание. Сколько поминаний, сколько смиренности внутри его намаза. Да? Поэтому оба они прочитали 4 ракаата, но у того осознание того, что он стоит перед Аллахом, да? Он восхвалялся, он читал суру Фатиха, например, да? И он понимал, что, о чем он говорит. Он читал ат-тахият слова, да? Ат-тахияту лилляхи. Мои слова приветствия кому? Аллаху. Ашхаду алла иляха илляллах, ашхаду ан Мухаммадан абдуху ва расулюху. Он это все понимал, а кто-то нет. Поэтому вакими салята ли зикри. Аллах сказал: выстаивай молитву для того, чтобы поминать меня. И второй аят. Второй аят – это второй этап запрета хамра. О чем был? Первый там яс'алюника аниль хамри валь мейсир. У тебя спрашивают о опьянительных напитках и об азартных играх. Скажи, что в них есть вред, что есть польза, но вреда больше. Да? Это первый этап. Второй этап – ля тақрабус салята ва антум сукара. Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными, да? Нетрезвыми. Хатта та'ляму ма тақулун. Пока вы не будете понимать, знать то, что вы говорите. Так ведь? То есть пьяный человек, он не понимает, что он говорит. Поэтому второй этап, когда еще хамр не был запретным, потом Аллах запретил, да, все. Тачтанибу, Аллах сказал. То есть все, остерегайтесь, оставьте это. Но второй этап он еще не запрещал. Но второй этап запрета запрещал приближаться к молитве, будучи каким? В нетрезвом состоянии. Почему? Потому что нетрезвый человек, он не понимает, о чем он говорит. Да? Вот, альхамдулилля, сегодня мусульмане не пьют. Они все трезвые. Но
мы знаем то, о чем мы говорим во время намаза. То есть наш намаз дает нам возможность вспоминать Аллаха. Иногда мы только после саляма вспоминаем, а вообще-то я же намаз читал. Да, а там уже мы там и ревизию провели, там, сколько денег сегодня мы заработали, а что там жена мне просила там купить в магазине, да? Все вспоминали, но только не Аллаха, да? Бывает очень часто так. Поэтому вот, то есть уровень, степень намаза напрямую связан чем? С этим видом поклонения, Поэтому небо и земля, оба читали тот же намаз, а разница между ними небо, как между небом и землей. Аллах говорит, Аллах назвал в другом аяте Суратуль Джумаа. Суратуль Джумаа, пятница, сбор, 9 аят. Аллах назвал молитву зикром, поминанием. Аллах говорит, «Я юхалладина аман», о те, которые уверовали, «Ида нудия лиссаляти мин яумиль джумуа», когда будут призывать к намазу в день джумга, в день пятницы, да, Аллах, то есть если вы услышите азан, Аллах сказал, «Фас'ау», спешите куда? «Иля викрилля», спешите к поминанию Аллаха. Вот в этом аяте слово «викрилля», «викруллах», что означает? Когда вы услышите азан, давайте сядьте, возьмите щетки или на пальцах и начинайте поминать Аллаха. Нет, речь идет о пятничном намазе. Мужчины, услышав азан, они должны оставить. «Вадаруль байх», продолжение это Аллах говорит, оставьте свой базар, заводы свои, да, оставьте байх, то есть торговлю, вы должны оставить торговлю. Все, оставьте. И спешите к поминанию Аллаха. Вот здесь Аллах назвал молитву поминанием Аллаха. Почему? Потому что поминание Аллаха, именно зикр, поминание Аллаха, когда сердце поминает Аллаха, это есть душа намаза. Это есть душа намаза. И намаз, молитва, в котором нет доли поминания, это как день без солнца. Вот день он есть, а солнца нет. Это как тело без души. Но тело оно есть, машалла, и ноги, все есть, да, и волосы такие красивые, да, а души-то нет. Все, уже и от руки, и от ног пользы не будет. Вот поэтому поминание Аллаха – это душа намаза. Это ядро намаза, стержень намаза. И это есть хакикату саля, это есть вот суть намаза. В чем суть намаза? Не просто же телодвижение, да? Даже вот эти адкар саля, слова поминания Аллаха, которые сопровождают наши движения, да, они же связаны с тем, в каком положении ты находишься. Киям. Пророк ﷺ сказал в хадисе, да, киям для чего? Для общения с Аллахом. То есть это кираа. Ты слушаешь стоя слова Аллаха. Ты сам читаешь их, или имам читает вслух, да? И ты сам слушаешь, сам воспроизводишь и сам слушаешь слова Аллаха. Во время суджуда мы Коран не читаем. Так ведь? Мы стоя читаем, вот, слушаем Аллаха, да? Потом мы совершаем рукух. Уже свой зикр, свои слова поминания Аллаха. Поэтому пророк ﷺ сказал, когда совершаете рукух, фа'аззимуху, то есть возвеличивайте Аллаха. Потому что все, ты показываешь свою слабость, свою низость перед Ним, да, и говоришь, Субхану Раббиль Азим. Пречист Аллах, Азим, величайший. Когда мы падаем ниц, мы говорим Субхану Раббиль А'ля, но наравне с этим мы делаем дуа. Пророк ﷺ просил прощения. То есть Пророк ﷺ сказал, фа'акфиру фиха дуа. Во время суджуда больше просите у него, потому что это самое наиболее близкое положение раба к своему Господу, к его милости. Поэтому вот эти зикры, каждый зикр имеет свое место. И ат-тахият, и салават. И после ат-тахият, салават, почему мы молитву обращаемся к Аллаху, да, с мольбами, это тоже имеет значение. Поэтому поминание Аллаха является, альхамдулилля, основой всех видов поклонения.
Другой хадис. В сборниках имама Ахмада, Табарани, который передает нам Сахаль ибн Муад ибн Анас аль-Джухани от своего отца. А тот передает от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что как-то раз к пророку, алейхиссаляту вассалям, подошел мужчина и задал такой вопрос: «Я Расулаллах, о посланник Аллаха, айюль муджахидина а'заму аджран, я Расулаллах». Из тех, которые делают джихад на пути Аллаха, муджахидов, из числа муджахидов, кто получит больше аджра, больше награды на пути Аллаха? Я Расулаллах, о посланник Аллаха. Вот есть ряд воинов на пути Аллаха, да, и вот среди них кто больше получит награду? На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил: акфарухум лилляхи викра. Из этих муджахидов большую награду получит тот, кто больше всего восхвалял Всевышнего Аллаха. Потому что джихад — это тоже должно быть восхвалением Аллаха. Не просто там, да, пошли кого-то там, да. Вот. То есть в основе джихада лежит восхваление Всевышнего Аллаха. Тогда он задал второй вопрос. Факаля: фаайю ссаимина акфарухум аджра. А из тех, которые постятся, из числа постящихся, кто возьмет больше награды? На что посланник Аллаха сказал, ответил также: акфарухум лилляхи викра. Из числа постящихся большую награду получит тот, кто больше всего поминал Аллаха. То есть и этот постится, и тот постится. Мы все вместе постились, да? И для всех время одинаковое. Так ведь? Имсак, завершение сухура, одинаковое для всех. Магриб, заход солнца, одинаковый, да? Все условия для всех одинаковые. Не кушать, не пить и так далее, и так далее. Так ведь? Но вот кто из постящихся получит больше награду? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот, кто больше всего восхвалял Всевышнего Аллаха. То есть в основе даже поста лежит что? Поминание Аллаха. Поминание Аллаха. Сумма, потом, уже третий вопрос. Он спросил про намаз. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил так же. То есть он спросил: а из молящихся кто больше аджра получит? Тот, кто больше всего восхвалял Аллаха. Потом этот человек спросил про закат, про садака. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил также: то есть из всех дающих, жертвующих на пути Аллаха, больше награду получит тот, кто вас больше всего поминал Аллаха. Потом этот человек спросил про хадж. Хаджиев много, сколько миллион, да, паломников. Но кто из них получит больше наград? Тот, кто больше всего будет поминать Аллаха. Потому что хадж — это поминание Аллаха. Арафа — это дуа, это восхваление. Таваф. Таваф — это не просто там отстрелялся, да, там кросс пробежал. Нет, это не кросс. Это восхваление Аллаха. Это восхваление Аллаха. Иногда вот смотришь во время умры, во время хаджа, да, смотришь, вот ему надо быстро-быстро там завершить 7 кругов, да, бисмилля там еще на время, там, да, такого не должно быть. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники, они наслаждались поклонением, когда делали таваф. Когда делали таваф. И действительно, когда совершаешь таваф, когда ты никуда не спешишь, да, и когда ты ставишь для себя цель именно как поминание Аллаха, ты размышляешь. Ты размышляешь. Я вот просто сам, когда прочитал вот эти вещи, да, когда поехал на умру, я просто посмотрел разницу, да. Я взял там, не помню, суру Фатиха взял, как за основу 7 этих кругов, да, и во время каждого круга, а на первом этаже там не пускали, там только в храме пускали, а я на следующий день, да, я был на втором или, не помню, на каком-то этаже, там еще дольше делаешь, да. И вот я просто взял в основу каждого тавафа один аят. Это не сунна, это просто я так говорю. Вот чтобы почувствовать вкус поклонения, да. Я совершил 7 кругов, и у меня еще аяты остались. Суру Фатиха. Я просто взял, вот, Альхамдулиллахи Раббил Алямин. То есть вся хвала Господу миров. Я просто
говорил про это и размышлял. Просто размышлял, да, хвала Аллаху, за то, что у него, не только за то, что он нам что-то дал, да, он нам очень много дает, да, и это даже не сосчитать, даже не понять, но просто мы восхваляем Аллаха за то, за его качества, которым присуще совершенство, да. Один аят, один таваф уже прошел. Второй аят, Ар-Рахман Ар-Рахим, например, да, Ар-Рахман Ар-Рахим. Какая разница, да, милость Аллаха по отношению ко всем рабам. Это можно 7 кругов сделать, только с этим аятом, да. Это же величайшие аяты. И действительно, там никого не видишь уже, все. Там идешь и никого не видишь, тебе никто не нужен. Главное, чтобы не перепутать круги, да, 7 все-таки. Вот поэтому, понимаете, уже качество меняется. И влияние этого поклонения к твоему сердцу, оно гораздо больше. Потому что иногда нам просто, вот я же говорю, мы намаз совершаем, и после намаза только вспоминаем, я же намаз читал. Да? То есть такой намаз ценностей не имеет. Поэтому это очень важно. И на все вопросы пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил одинаково. Акфарухум лилляхи зикра. То есть, кто больше всех поминал Всевышнего Аллаха. И тогда Абу Бакр, который слышал эти ответы, он повернулся к Умару, радийаллаху анхума, пусть Аллах будет ими доволен обоими, и сказал: «Захаба закируна бикулли хайр». То есть, поминающие Аллаха получили все блага. Все блага получили. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который услышал эти слова, Абу Бакр, он сказал: да. То есть поминающие Аллаха во время любого вида поклонений, они получили все пользы, все блага. Этот хадис в сборниках имам Ахмад Табарани. Есть другая версия хадиса, который приводит Абдулла ибн аль-Мубарак, также один из праведнейших предшественников, в своей книге «Аз-Зухд». Зухд — это, то есть, аскетизм, да? И он приводит там такой хадис от Зухра ибн Ма'бад, который слышал от Абу Саид аль-Махбури, который слышал, как человек подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил: «Айюль хаджи а'заму аджра», то есть из всех паломников, кто больше всех получит награду. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аксарухум лилляхи зикра», то есть тот, который больше всех поминал Аллаха. То есть паломников много, но аджр больше всех получит тот, кто больше поминал Аллаха. Тогда он спросил: «Фа айюль мусаллина а'заму аджра», а из молящихся кто больше всех получит аджр? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аксарухум лилляхи зикра», то есть тот, который больше всех поминал Аллаха. Потом он спросил про постящихся. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также ответил. Тут хадис приводится, просто у нас уже время на исходе. И потом он спросил про муджахидов, то есть просто порядок другой в этой версии. Да? Потом он спросил про муджахидов. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил также. И передатчик этого варианта, этой версии, да, Абу Саид аль-Мухбари, сказал, что после этого Умар ибн Хаттаб повернулся к Абу Бакру. Там говорится, что Абу Бакр повернулся к Умару, да? А здесь говорится, что Умар ибн Хаттаб сказал Абу Бакру: «Захаба закируна бикулли хайр». То есть поминающие Аллаха, они получили все благое, всю пользу они получили. Также есть третья версия. Там есть еще одно дело вопрос. Также про первый вопрос. Человек спросил у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: «Айю ахлиль масджиди хайр», то есть из тех, кто посещает мечеть, из людей мечети, да, которые любят мечеть, все время в мечети, кто из них самый лучший? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аксарухум зикран лиллях», то есть тот, который больше всего поминает Аллаха. И те, кто совершают джиназу, из всех, кто совершает джиназу, вот тоже джиназа, да, за наших умерших братьев и сестер, вот их тоже много, может быть 100 человек, да, а вот из них кто больше всех получит награду? Тот, который больше всего поминал
Аллаха. И про муджахидов спросил, про худжадж, про паломников спросил. И вот последний вопрос, он спросил про «Ва айюль уади хайр». Ауад, то есть это те, которые посещают. То есть из тех, которые посещают братьев, больных посещают, да? Вот несколько человек посещают. Кто больше всех получит аджр? Даже в посещении братьев, это ибада, да, когда ты посещаешь брата ради Аллаха. Это ибада, когда ты посещаешь больного брата, да? 70 тысяч ангелов целый день будут за тебя истигфар делать, если ты утром посещаешь больного брата. И 70 тысяч ангелов будут до утра, всю ночь просить у Аллаха прощения за твои грехи, если ты вечером делаешь. Но даже из числа посещающих, кто больше получит аджра? Пророк сказал, тот, который больше всего поминает Аллаха. Больше всего поминает Аллаха. Вот, альхамдулилля, вот эти все хадисы указывают на то, что поминание Аллаха является величайшим видом поклонения и лежит в основе каждого поклонения. В основе каждого поклонения. И поэтому Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, сказал: «Инна афдаля ахля кулли амалин акθаругум фихи зикра лилля». То есть, совершая любой вид поклонения, да, человек является самым достойным в этом виде поклонения. Тот человек, который больше всего поминает Аллаха, совершая это поклонение, этот вид поклонения. И поэтому фа'афдалю суам, то есть самые лучшие из тех, которые много постятся, да, самый лучший, это тот, который больше всего поминает Аллаха во время своего поста. То есть здесь уже идет не о количестве постов, а именно речь идет о уже качестве. То есть когда человек не просто воздерживается от еды и питья, он больше восхваляет Аллаха, он больше обращается к Аллаху, он больше поминает Всевышнего Аллаха. Поэтому суам это не только саимуна, да, форма вот этого слова означает те, которые много, часто постятся. Самые лучшие из них те, которые больше всего поминают Аллаха. Ва афдалюль мутасаддикина акθаругум зикра лилля. Из числа тех, которые жертвуют на пути Аллаха, лучшие те, которые больше всего поминают Аллаха. И это вахакада саир аль-ахмаль. И это, Ибн Кайим сказал, касается всех благих деяний. Все, любое дело, оно будет достойнее, когда в этом деле будет присутствовать поминание Аллаха. И Убайд ибн Умайр, хочу привести слова Убайда ибн Умайра, рахимахуллах, который сказал: если для вас ночь окажется тяжелой для поклонения, человек устал, да? Человек не может совершать намаз, может быть, он откуда-то пришел, с работы, да? Тяжело. Если для вас ночь окажется тяжелой для поклонения, если вы скупитесь раздавать имущество, и если вы проявляете трусость, чтобы встать и пойти против врага, фаакфиру мин зикрилля, то больше поминайте Аллаха. То есть, если тебе тяжело встать на ночной намаз, да, тогда поминай Аллаха. Просто зикр делай, поминай Аллаха. Если тебе тяжело, вот сейчас, тяжело тебе расстаться со своими средствами, да, поминай Аллаха, поминай Аллаха. Если ты не можешь найти в себе храбрость, да, силу, смелость, чтобы встать и выступить против врага, поминай Аллаха, поминай Аллаха. И также хочу привести аят, иншаллах, скоро закончу, терпение. Суратуль Анкабут, 45-й аят, где Всевышний говорит, что поминание Аллаха лучше всего. То есть является самым лучшим видом поклонения. Аллах говорит: «Утлю ма ухя илейка миналь китаб». То есть прочти то, что было ниспослано тебе из Писания, то есть из книги, да, прочти. «Ва акимис салат». И выстаивай намаз. «Инна салата танха аниль фахшаи валь мункар». Воистину молитва запрещает
человеку совершать мерзость и предосудительное. То есть, если человек будет должным образом совершать пятикратный намаз, этот намаз, посредством этого намаза Аллах остановит его от совершения мерзости и предосудительного. «Валя викруллахи акбар». И, несомненно, воистину, поминание Аллаха является выше. То есть это лучше. Это лучше. Суратуль Анкабут, 45 аят. И вот разные праведные предшественники, они дают разные толкования этим словам. Вот что означает «Валя викруллахи акбар», что поминание Аллаха все-таки лучше всего. Да? Некоторые сказали «Викрукумуллаху фи салятикум ва фи кираатил Кур'ани авдаль мин кулли шей». То есть, когда вы ваше поминание Всевышнего Аллаха в вашей молитве и в чтении Корана, да, когда ты поминаешь, присутствует поминание Аллаха, это лучше всего. Это лучше всего. То есть можно совершать намаз просто, а можно совершать поминая Аллаха. Это лучше всего. Можно просто читать, выговаривать буквой, да, Коран читать, а можно поминать Аллаха. Можно поминать Аллаха. Вот недавно бабай один спросил, Аллах на рахматында булсын, я, говорит, вот мне тяжело, говорит, с арабского читать. Я, говорит, недавно, тафсир читаю. Ну, во-первых, я ему сказал, что чтение с оригинала, да, настоящего, вот с мусхафа, да, этого ничто не заменит. Поэтому я говорю, 28 букв, бабай, обязательно выучи эти буквы и вот попробуй, что это такое. Попробуй вот с мусхафа, да, почитай суру Фатиха, это совсем другое, во-первых. Во-вторых, то, что человек тафсир читает, это очень важно, потому что некоторые могут 20 лет совершать намаз в каждом ракагате, читая суру Фатиха, и не знать, что означает эта сура. Не знать. Просто вот тоже, у нас у татар есть такая поговорка, хайырши узин мақтарды, да? Нищий всегда будет хвалить себя. Я не хочу хвалить себя, просто я опыт хочу показать. Не помню, сколько-то лет назад, уже в завершении Рамадана, быстрее читаешь суры, да, чтобы там дойти до конца, и как-то сижу и вот размышляю, да, я вот читаю Коран, и в сердце ничего нет. Все, мне надо там до финиша дойти, да, неважно как. Я так раз остановился, ведь не в этом же смысл чтения Корана. Аллах сказал: «Афаля ятадаббаруна аль-Кур'ан». Неужели они не размышляют над Кораном? Или в их сердцах замки. Я мусхаф так закрыл и поставил. Смотрю на полки там в мечети и тафсир. Ибн Касир, по-моему. Взял, достал, вот так открыл, не ту страницу, где я остановился, и сура Юсуф. И я ушел туда. Все, у меня там, все, вот сердце уже, машаллах, зашевелил. Я там рядом с Юсуфом хожу там. Его там бросили в колодец, да, там размышляют братья козни, там пошли к отцу, я смотрю, Якуб, я вот смотрю фильм, да, как будто фильм, да, я там, понимаете? У меня там потом так сердце радовалось. Иногда, понимаете, вот я этому бабай сказал, я говорю, вот обязательно научитесь Коран читать, пусть вот мусхаф здесь, а тафсир здесь. Поэтому это очень важно. Это очень важно. Когда читаешь, просто читаешь Коран, и у тебя цель дойти до финиша, да? Ты открываешь, смотришь на эти аяты, а у тебя цель вот дойти до этого аята, да? Это не то. А вот когда ты читаешь Коран и поминаешь Аллаха, ты хочешь услышать, что тебе Аллах хочет сказать этими словами, это совсем другое. Это совсем другое. Вот почему сподвижников, да, Коран полностью поменял? Потому что они по-другому читали Коран. Они поминали Аллаха во время чтения Корана. И это очень важно. Это очень важно. Поэтому сказали, при присутствии именно поминания Аллаха в твоей молитве, во время твоей молитвы и во время твоего чтения Корана. Авдаль мин кулли шей. Лучше всего. Лучше всего. И можно привести уже другие тафсиры, но, к сожалению, у нас время истекает, поэтому этим, иншаллах, завершим. И вот Сальман аль-Фариси,
радиаллаху анху, сподвижник, когда у него спросили, что является самым величайшим из дел, он сказал: «Ама тaqra'уль Кур'ан». Неужели ты, он ответил так: неужели ты не читаешь Коран? Где Аллах сказал: «Валя зикруллахи акбар». Воистину, поминание Аллаха лучше всего. Лучше всего поминание Аллаха. Также Ибн Аби Дунья передает слова Абдулла ибн Аббас. Абдулла ибн Аббас — это величайший ученый тафсира, сподвижник, да? Когда у него спросили: «Айюля амали афдаль», какое из деяний является лучшим, он сказал: «Зикруллахи акбар». Он привел этот же аят: поминание Аллаха выше всего, выше всего. Поэтому, дорогие братья, вот в основе каждого благодеяния, пусть это будет самые великие виды благодеяния, это молитва, да, закат или саум, пост, или же какие-то другие, менее важные, может быть, да, на которым сунна призывает, сунна пророка, например, там, посещение братьев, больных, да. Вот в основе всех видов поклонений лежит зикруллах, поминание Аллаха. И чем больше доли поминания Аллаха, тем выше будет наша степень нашего поклонения, и тем больше будет награды, иншаллах, и тем больше будет влияние этого вида поклонения нашему сердцу. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ла илляха илля астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайра. Пусть Аллах возблагодарит вас всех. Иншаллах, каждую неделю по понедельникам у нас будут уроки на татарском языке. Ой, как я люблю на татарском говорить, да? По понедельникам в мадресе для женщин. Также будет, это 18:00 будет. 18:00 каждый понедельник уроки судного дня, киямат дарислара. По понедельникам. И по средам, после, у нас пока зимний период, будет 18:45, потому что нам надо уроки строить так, чтобы всем удобно было. В 18:45 будет азан, и в 19:00 примерно, ну, после намаза будут уроки по средам на русском языке. Для женщин есть возможность посидеть там. Там есть класс, туда никто не поднимается, поэтому на русском языке. Джазакумуллаху хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.